Есть вопрос? Так, у вас есть вопрос? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по каким основаниям может быть обжалован приговор, вынесенный по упрощенной процедуре? Соглашение о сотрудничестве, соглашение о признании. В части только неисследованности, да, материалов. Нет, Вы имеете в виду? я имею в виду, что только в части инженерного. Вы к чему задаете такой вопрос? Я к тому, что в данном случае суд, когда вынес приговор, он может быть обжалован только в части размера назначенного наказания. Допустим, там 100 тысяч штраф или 200 тысяч штраф в размерах этого. Ну, в данном случае к этому делу, которое мы рассматриваем, представитель прокуратуры, ну, почему он должен ответить на этот ваш вопрос? К тому, что я То есть говорю, в какой части приговор вынесенный по делам, основанным на соглашениях, правильно, да? я говорю, Вышестоящей судебной инстанции. Ну, я говорю к тому, что в данном случае, то есть приговор он вынесен, доказательства не исследуются. А в том приговоре указано, что Воинов в сговоре, уже установлен факт, они говорят, что в сговоре с Джаркеевым, Мамановым, Анарбаевым они совершили то-то, то-то, то-то преступление. В том приговоре уже конкретно они говорят, что вот они все вместе совершили вот это преступление. Я об этом хотел уточнить. есть еще у вас вопрос? Нет вопроса. Самат Хаштабекович, есть у вас вопрос? Уважаемый судья, есть вопрос? Ну, у меня не столько вопрос, и исходя из закона действия закона во времени, как будет применять суд, в данном случае Конституционный суд не интересует. И чтобы было понятно, в данном случае вот эти фактические обстоятельства, они просто, скажем так, являются поводом для того, чтобы рассматривать именно регулятивное воздействие, вот это оспариваемая норма, каким образом это происходит. Вот в чем является суть предмета рассмотрения Конституционного суда. Присаживайтесь.